Ассаламу алейкум. Мне на электронную почту пришло несколько вопросов. Что вы думаете о Дагестане? Во-первых, произнося слово «Дагестан», надо быть очень осторожным. Лично я не променял бы своих хороших дагестанских друзей на мало мне известных ингушей и чеченцев. Я уважаю дагестанские народы и всегда буду уважать. Итак, первый вопрос. Что вы думаете по поводу Галука? Для меня лично те дагестанцы, проживающие в чужих домах, подобны тем некоторым осетинским мародерам, проживающих в ингушских домах, на исторической родине ингушей и пожирающих плоды с ингушских деревьев. Терпеть не могу нацистскую галазовскую риторику в стиле «земля принадлежит тем, кто на ней живет». Второй вопрос. На чьей стороне вы будете, если начнется заварушка? Я сделаю все возможное и все зависящее от меня, чтобы этого не произошло. Третий вопрос. Это проект Кадырова? Это не проект Кадырова. Это мнение подавляющей части чеченцев. Если не все, то подавляющей части чеченцев. И вообще, если углубиться в вопрос, то эти мины замедленного действия заложил осетин Сталин. И мы сегодня пожинаем плоды этого безродного кавказофоба. Третий вопрос. Чья это земля? Это земля Аллаха, а мы являемся всего лишь гостями на этой земле. Это, конечно, риторический ответ, но если углубиться в этот вопрос по фактам, то чеченцы в 1944 году были насильственно депортированы с этих земель в Казахстан и Среднюю Азию. Пятый вопрос. Как вы думаете, как себя поведут дагестанцы в случае передачи территорий? Очень надеюсь, что дагестанцы проявят свою мудрость и благородство, как когда-то проявили благородные и добродушные грузины, вернуть ингушские дома после возвращения ингушей с депортации. И все же, что происходит? Происходит то, что Чечня в лице Кадырова получила второй исторический шанс на свою независимость и самоопределение. Первый шанс был у Дудаева, он провалился. Второй шанс в лице Кадырова выбран для восстановления исторической справедливости и государственности Чечни. Это мирный шанс, и они, я сказал бы, быстрыми шагами осуществляют именно вот этот вот процесс, шанс для своей независимости. Так что Чечня будет первым регионом, первой республики, которая лично, по моему мнению, получит независимость. Так что советую вам не считать чеченцев врагами и не создавать образ врага в лице чеченцев. Чеченцы нам еще пригодятся. В конце до концов, вы все в один голос говорите о свободном Кавказе. Если вы говорите о свободном Кавказе, то я думаю, что кто-то должен сделать первый шаг. И мне кажется, этот первый шаг сделает Чечня. Ассаламу алейкум. Всем братьям-мусульманам, дагестанцам мира, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. И в конце, естественно, среди вас найдутся люди, которые захотят компрометировать меня вопросом, а как насчет ингушских земель, как насчет Датыха. Я отвечал на этот вопрос и отвечу вам еще раз. Между чеченцами и ингушами, войнахами не должно существовать границ, и в скором времени границ не будет. Ассаламу алейкум. Всего доброго.